Assalomu alaykum, hurmatli No'qat Qarshi Motor kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 27 avgust 2023 yil biz Toshkent shahrining Смотрич kompaniyasining fursati bo'ladigan Toshkent shahrining so'l yerda ma'lumot olamiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozsangiz, sanoqli minutlardan keyin boshlanadi. Odam soni ko'p, xudo xohlasa kelib ketadi buni. Hozir xudo xohlasa Alloh nasib qilsa, sanoqli minutlardan keyin boshlanadi. Assalomu alaykum demoqchimiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozsangiz. Hurmatli tugan shunday birga Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Toshkentda bo'ldi. Qozog'istondan tuganlar keldi. Bu joy Bishkek, O'sh, Jolobod, Botken oblast, uch oblastdan keldi odamlar. Odamlar soni ko'p. Toshkent shahridan qozoq tuganlar ham kelibdir. Sho'l bizdan olsa like bosib kommentar yozsangiz, hurmatli tuganlar, bugun shunday xudo xolasa Alloh nasib qilsa 3 kunlik safarimiz tugaydi. Kech Alloh nasib qilsa No'qat Qarshi Motor kanalida yo'lga chiqadi. Biz davay like bosib kommentar yozib duo qilinglar inshaalloh. Qo'ldan kelishincha xizmatingizga tayyormiz. Компания «Смотрич», я вас приветствую сегодня здесь, в этом прекрасном зале, для того, чтобы вы услышали классную, нужную для вас информацию. И к сведению, вот, уважаемые гости, к сведению, вы видели, как на местах, где вы сидели, лежали пакетики. А эти пакетики для того, чтобы вы продегустировали нашу продукцию, вы взяли ее с собой, попробовали, может быть, у себя дома, угостили своих близких. В общем, это вам подарок для того, чтобы вы узнали нашу продукцию на вкус. Хорошо? Итак, буквально через минуту мы начинаем нашу программу, поэтому располагайтесь, пожалуйста, буквально еще даем людям, которые немножко задерживаются, зайти в зал. Градусов. Поэтому объявляю открытым нашу сегодняшнюю презентацию в городе Ташкент. И на эту сцену я хотела бы сегодня пригласить особенного человека. Почему особенный? Потому что это человек, который действительно создал нечто большее, чем просто компания. Это человек, который основал эту компанию и транслирует здоровье, транслирует возможности. Это человек-практик. Это человек, который действительно с европейским мышлением смотрит Бековна. Это люди, которые основали компанию Смотрич. Приглашаем. Как сегодня настроение? Отлично. Ну, в первую очередь я хочу вас всех поздравить с тем, что вы пришли сюда, потому что здесь сегодня находятся непростые люди. Сегодня к нам пришли непростые люди, а специальные люди. Если вы до этого желали успеха, здоровья, счастья, финансов, то значит вы молились Богу, спрашивали у Него, и так получилось, что вас сегодня привели сюда. Привели, посадили на первые ряды, для того, чтобы вы получили информацию о нашей компании. Потому что наша компания, она, значит, дает и здоровье, и финансы, и образование. И об этом мы сегодня будем говорить. Да? Но прежде чем говорить, давайте мы с вами познакомимся сначала. Да? Меня зовут Рустам, я являюсь руководителем этой компании. И когда нам необходимо сначала подружиться, стать друзьями, после того, как мы с вами со всеми станем друзьями, мы продолжим нашу презентацию. Да? Итак, когда я вам скажу, как вас зовут, вы громко, так, знаете, громко и ясно, четко скажите ваше имя. Если вас зовут Мустафа, скажите «Мустафа!» Хорошо? А если тихо скажете, я не услышу вас. Если вас зовут Айгуль или Аджана, скажите Айгуль или Аджана, и тогда я вас услышу. Тихо скажете, не будет слышно. Хорошо? Итак, на счет 3. Как вас зовут? Раз, два, три.
Вот. Теперь мы с вами познакомились. А передние ряды не сказали, по-моему? Они не крикнули передние ряды. Да? Вот передние ряды, они стеснительные. Давайте, меня зовут Рустам. На самом деле я ваш друг. Я хочу быть вашим другом. Давайте познакомимся, подружимся. Да? И как друзья начнем сегодняшнюю веселую встречу. Да? Давайте, итак, на счет 3. Как вас зовут? Раз, два, три. Отлично. Услышал, познакомился. Очень приятно познакомиться со всеми вами. Значит, всегда у меня спрашивают, почему именно Smart Enrich, да? Почему я должен заниматься этим бизнесом? Как ты пришел к тому, что решил открывать эту компанию? Для этого необходимо рассказать свою историю. Значит, мне 42 года. Бельмет Батырбековна, вот эта прекрасная женщина рядом. Вон там она на видео снимает. Бельмет Батырбековна, да? Она, значит, мы с ней уже 18 лет вместе живем, воспитываем троих замечательных детей. По специальности я инженер-строитель в прошлом, а она экономист. Значит, работал, когда мне было 19 лет, я уехал в Великобританию, как и многие другие наши дети уезжают, молодые, да, ребята уезжают, когда у нас это как тенденция, да, такой тренд пошел, когда, значит, вырастает молодой человек, он уезжает как иммигрант за рубеж, да? То есть я так же, как и иммигрант, уехал за рубеж, то есть у нас уезжают в Россию, уезжают там, ну, в Англию, Турцию, там разные места, да? Ну, я в Англию поехал, там работал, все заработанные деньги высылал домой, значит, родителям, воспитывали, ну, то есть кормил родителей, братишку, сестренку, и так там жил. Потом Бельмет Батырбековной познакомились, мы прожили в Лондоне тоже 10 лет вместе с ней. Там в Лондоне у нас родилась, значит, старшая дочка. Там я работал инженером-строителем, значит, строили объекты. Вот. Один из самых крупных объектов, который я строил, как инженер-строитель, находится вот в Лондоне. Lansfield Construction называется. Строили вот эти вот высокоэтажки. Потом я вернулся обратно на родину, в Кыргызстан, и там строили вот Бишкек на Рынторга. Сейчас я знаю, что с Ташкента есть прямые рейсы на Иссыкуль, но если вы поедете на машине когда-нибудь вот через перевал в Омске, то обязательно на Иссыкуль, раньше была двухлинейная дорога, сейчас благодаря обновлению дороги 4-линейная, то есть люди могут легко добираться. Значит, работая, и ты выходишь в субботу-воскресенье работать, а за субботу-воскресенье еще не платят, и ты не видишь семью. И потом у меня так получилась жизнь, что я утром уходил на работу, и вечером, ночью приходил на работу, 7 дней в неделю, семью, детей, никого не видел. Я приходил, меня Бельмет Батырбековна встречала и провожала. Дети спали все время. Вот. У меня такие проблемы начались в жизни. Нету совсем времени. Кто такой проблемой столкнулся или сталкивается? Поднимите руки. Понимаете? Мы с вами похожи, очень похожие люди. Если у вас такие же проблемы, у меня тоже. Потом проблемы со здоровьем у меня начались, потому что стресс, когда вы много работаете, когда вы с справедливостью не сталкиваетесь, когда у вас финансовые проблемы, все это к чему ведет? К стрессу. А стресс к чему ведет? Болезнь. Сердце начинает барахлить, да? Почки начинают барахлить. У меня начались головные боли. Я начал каждый день испытывать головную боль. Стресс. Вот. Пошел к врачам. Нас научили, что если ты болеешь, куда идти надо? К врачам. Вот. Я пошел к врачам, врачи мне сказали, надо пить тебе Кавинтон. Потому что у тебя сосуды головного мозга сузились, узкие стали. И прописали мне Кавинтон от расширения сосудов головного мозга. Я их пил как, ну, ел как хлеб. Как лепешку едите, вот так я ел Кавинтон утром, днем и вечером. Но этот Кавинтон мне никак не помог. И я вот в таком состоянии оказался.
И родители у меня начали тоже болеть. Родители у меня в возрасте. Я тоже начал думать, как родителям можно помочь именно по здоровью, потому что мы хотели ему кучу долгов. Неоплаченную ипотеку оставил за квартиру, за дом. Неоплаченные кредиты оставил за машину. Неоплаченные кредиты бытовые оставил. То есть очень много долгов оставил Роберт Кийосаки. И он должен был потом расплачиваться с этим. Вот. А богатый папа, когда ушел из жизни, он своему сыну оставил бизнес, несколько бизнесов и миллионы долларов. То есть, который уже сделал большой оборот, бизнес сделал. И тогда Роберт Кийосаки задумался, оказывается, мой бедный папа, когда он назвал своего отца бедный папа, почему? За то его мышление назвал. Понимаете? Бедность и богатство – это всего лишь мышление. Мышление. Это идея, как зарабатывать деньги. К сожалению, мы все советские люди. Я родился в Советском Союзе. В 1981 году родился в городе Фрунзе. И нас всю жизнь учили, как мой папа тоже учил меня. 250. Нет, это очень редко. 200. 300. Давайте определим. Сейчас есть пенсионеры в зале? Есть? Сколько самый большой пенсионер получает? Скажите. Сколько вы получаете? 350 долларов. Хорошо. Хватает 350 долларов? Не хватает. Хватит ли 350 долларов, чтобы купить себе квартиру? Нет. Нет? А зачем тогда 40 лет работать? Понимаете? Вот я, когда инженер-строитель был, я задумался. Я просто люблю думать. Я философ сам по жизни. Знаете, философ, рассуждаю, думаю. И Роберт Кийосаки вот в книге пишет, зачем. И он уволился тогда с работы и начал свой собственный бизнес. Начал делать бизнес. Взял очень большой кредит, дом свой заложил в ипотеку Роберт Кийосаки, открыл свой первый бизнес и что случилось? Обанкротился, банкрот стал, дом потерял, в машине спал. Ничего у него не было, он в своей старой машине в Китае, где мы производим свою уникальную продукцию. То есть та продукцию, которую мы продаем, она является брендом нашей компании, то есть эта продукция больше нигде не продается. Только у нас в компании. Вы эту продукцию не сможете найти в других магазинах или в других компаниях. Только наша компания, мы являемся сами этими производителями и основателями этого бренда. То есть это уникальный продукт, который мы сами разработали своими специалистами. Значит, увеличение ассортимента продукции у нас каждый год увеличивается ассортимент продукции. Мы начинали всего лишь с 5 продукций, на сегодняшний день у нас 18 продукций. И с каждым годом у нас будет добавляться новая продукция и широкий ассортимент будет. Наша задача сделать мировым брендом. В основном вам сказали, что вы получили все кофе-чай пакетики? Да. Хорошо. Домой придете, попробуйте, да? Супер кофе, супер чай. Значит, наша задача сделать его мировым брендом. Мы шаг за шагом к этому идем. То есть, чтобы наш чай, кофе пили как Кока-Колу. Кто пьет Кока-Колу? Есть такие люди? Есть? Кока-Колу кто пьет? Да? Все знают Кока-Колу, правильно же? Вот. А вы знаете, что первый год работы Кока-Кола, знаете, сколько бутылок продала? Первый год работы. 20 штук. Представляете? Вот. У нас, конечно, показатели лучше. Первый год работы мы очень много тысяч коробок чая, кофе продали. То есть мы идем и работаем именно в этом направлении, да? А кофе, чай, сейчас мы с вами поговорим. Значит, какая у нас продукция? Продукция у нас в основном, основная это базовая продукция, кофе, чай. Все вы любите кофе, чай? Кто любит кофе, чай, поднимите руки. Все. Ну тогда мы с вами друзья. Тогда мы с вами очень похожие люди. А я тоже люблю очень кофе, чай. Но надо смотреть, какой мы кофе, чай пьем. Это очень важно. Наш кофе это кофе вьетнамская арабика,
провинция Даклак, такая, знаете, провинция, где высокогорье, все наши кофейные зерна являются высокогорными, а высокогорное это означает уже витаминизировано, уже много витаминов. Значит, чай мы с провинции Хуанчжоу берем. Хуанчжоу это тоже высокогорная провинция в Китае, это тоже горный чай у нас является, то есть у нас кофе и чай она горная, а горная это значит витаминизировано, в горах скопление очень больших витаминов и минералов. Вот Бельмет Батырбековна, она не пила чай до сморденечи. Почему? Потому что она говорила, в чаях есть пестициды, химикаты, красители. И когда мы сказали, давай найдем такой чай, который вообще не добавляется никакой химикат, это будет 100% органический продукт, мы специально поехали вот в Хуанчжоу, нашли фермеров, которые выращивают этот чай, все проверили досконально, да? Сказали, это самый натуральный продукт, который есть сегодня на рынке. С ними заключили договор на многие годы, и сегодня пьем только их чай. А эти чаи, они еще доставляют в дворец в Великобритании этих королей. То есть элита Великобритании любит эти же чаи, то, что и мы. Почему? Потому что короли любят что? Здоровье. Здоровье. Они не будут такой простой, обычный чай пить. Поэтому мы нашли именно эти чаи. Значит, какао на индонезийских островах тоже натуральный, это экологически чистый продукт. То есть 100% органика. Вы все любите органику? Смотрите, оказывается, очень важно, что мы пьем. Кофе бывает тоже химическое, чай тоже бывает химический. А сколько раз в день вы пьете кофе-чай? Если это химия. Целый день. Целый день. Вот представляете, целый день вы можете в себе в организм всякую химию запускать. Поэтому ваша задача просто поменять что? Бренд вашего чая и кофе. Значит, кроме кофе и чая в нашем пакетиках содержатся экстракты. Мы работаем вот с ганодермой, кардицепс, это экстракт, это грибы, которые прорастают в горах, мы об этом сейчас будем говорить, и из них мы делаем экстракты, вот видите, все экологически чисто все. Откуда вообще появилась эта идея добавления экстрактов? Очень просто. Когда я дорогу строил, вот Бишкек-Нарынторгард, в горах мы строили дорогу, это была китайская компания, я работал с китайцами, и когда мы с ними ходили по горам, по этим ущельям и строили дорогу, они все время пили какие-то травы, они все время выкапывали грибы выкапывали, из них делали какие-то настойки, добавляли супы. И через них я узнал о ганодерме и кардицепсе. Тогда вышла идея, а что сделать экстракты, добавить кофе-чай, самый полезный, натуральный, и пить их. Что будет тогда с человеческим организмом? Через несколько месяцев изучения, консультаций с специалистами, мы поняли, что это будет чудо-продукт, который будет исцелять людей. Да? Это была тогда просто теория. Представляете, теория была. А сегодня это является реальностью. Итак, давайте. Первый наш продукт, о котором я хочу сегодня рассказать, это ганодерма. Ганодерма – это гриб, который прорастает высоко в горах. Его называют императорский гриб. Почему не императорский гриб? Потому что он раньше редко встречался в природе и стоил очень много денег. Дорогой был. Из этого гриба потом делали, супы для императора, чаи делали. Поэтому китайские императоры жили 100 лет, 105, 120 здесь, да? То есть это называется гриб вечной молодости. Если у всех у вас телефон есть, домой придете, прежде чем пить будете, в поисковик Google введите ганодерма и полезные свойства, и там выйдет 1000 научных статей. Не то, что я говорю, а то, что уже ученые, они исследовали, они делали опыты, они поставили уже очень много исследований и написали, какие преимущества есть. То есть это реальные результаты. Сами можете в Google поисковик посмотреть.
Я просто его называю как? Я сам люблю очень просто говорить, поэтому я его называю внутренний душ. Внутренний душ. Например, все мы берем душ, да? Кто каждый день принимает душ? Есть такие люди? Да? Все. Да? Потому что нужно смывать грязь, да? С нашего тела. А что же насчет нашего внутреннего грязи? Мы же